Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Республиканский фонд защиты прав дольщиков достроит дом застройщика-банкрота, когда станет возможным завершение строительства дома на Кальвица 18 в Якутске. Энергообъекты на 2,5 миллиарда рублей построят для электроснабжения Инаглинского комбината в Якутии. В зрительном зале «Аншлаг» в интернете 3000 просмотров. Конкурс «Той Хая» прошел с большим успехом. Кто стал победителем? Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в одном из частных домов села Барагонцы Усть-Алданского района. В ходе проверки установят причины, обстоятельства и условия произошедшего. В том числе дадут оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Напомню, в селе Барагонцы сегодня утром случился пожар в двухэтажном частном доме, при котором пострадали женщина и ребенок. После разбора завалов сотрудники противопожарной службы Якутии обнаружили тело ребенка 2008 года рождения. Республиканский фонд защиты прав дольщиков достроит дом застройщика-банкрота компании «Строймонтаж-2002». Речь идет о замороженном на сегодняшний день многоквартирном объекте по улице Кальвица, 18. Фонд сможет приступить к работам после завершения всех необходимых процедур, связанных с передачей прав. Но до сих пор, по словам руководителя фонда Натальи Чусовской, все необходимые документы им не переданы. Тем самым застройщик намеренно пытается затянуть процесс. Арбитражным судом республики «Строймонтаж-2002» признали банкротом, но не согласившись с решением суда. Он подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 21 апреля в Чите. Из-за недобросовестного застройщика пострадало порядка 200 участников долевого строительства. На 12 февраля имеем статус застройщика банкрота, да, и что это нам позволило республике заключить соглашение о финансировании мероприятий именно по данному объекту. То есть уже данный объект находится в работе федерального фонда. Необходимый имущественный взнос, который в размере 17 миллионов, он уже в нашем бюджете предусмотрен. Всего будет по данному объекту привлечено 232 миллиона. Из них 219 – это средства федерального фонда. Таким образом, на сегодня должны быть проведены все необходимые мероприятия по формированию реестра участников строительства, да, по инвентаризации имущества застройщика, по оценке объекта незавершенного строительства, а также земельного участка. 200 миллионов рублей направят на улучшение жилищных условий многодетных семей в регионе, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Республики. На этот год в регионе таких семей 1815. В предварительный список получателей выплаты вошли семьи с датой постановки на учет с 7 по 12 сентября 2012 года. Для включения в республиканский реестр необходимо соответствие нескольким условиям. Они должны проживать на территории Якутии не менее 20 лет, состоять на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Также на дату подачи заявления о включении в реестр необходимо, чтобы у заявителя было 5 и более несовершеннолетних детей. Энергообъекты на 2 миллиарда 500 миллионов рублей построят для электроснабжения Инаглинского комбината в Якутии. По информации пресс-службы МинЖКХ и энергетики региона, до конца года предприятие введет в эксплуатацию подстанцию и заходы к ней протяженностью почти 14 километров от действующей ЛЭП. Максимальная мощность технологического присоединения составит порядка 58 мегаватт. Оборудование подстанции будут управлять в удаленном режиме с автоматизированного рабочего места оперативного персонала с применением цифровых протоколов обмена данными, говорится в сообщении. Также объект оснастят интеллектуальными устройствами релейной защиты, автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии. В этом году отмечать профессиональный праздник коллектив Алданского ТЮЗа. Будет 2 театральные ночи, чтобы в ее волшебство смогли погрузиться все желающие. Ночь театра в Алдане пройдет в 3-й раз. Полюбившийся зрителям проект станет своего рода символом возвращения к нормальной жизни. Наряду с подготовкой к празднику творцы Мельпомены работают над множеством иных проектов, каких узнавала Татьяна Вахнина.
На сцене Алданского театра юного зрителя репетиция. Артисты готовятся к концерту актерской песни. Это новый проект, зрителям пока неизвестный. Впрочем, артисты готовы немножко раскрыть сюрприз. Репетировали концерт актерской песни. Все-таки созрели наши артисты. Каждый выбрал себе песню по душе и спел. Начало снятия ограничительных мер коллектив Алданского ТЮЗа, по словам артистов, ждал, как, наверное, никто другой. Концерты, премьеры, проекты, задумок и идей очень много. Рабочий творческий процесс идет легко и радостно. Да, отлично все идет. С любовью все идет. Все самые стойкие, самые надежные, самые творческие, сильные и прекрасные. Все в строю, все на сцене, и мы со всем справимся. Ближайшим масштабным событием в ТЮЗе станет театральная ночь. В Алдане она пройдет в 3-й раз. В 2020-м, накануне праздника театра, был введен карантин. В этом году ночь обещает символизировать возвращение к докоронавирусной жизни. Как всегда, зрителей ожидает масса интересного и захватывающего. Я могу сказать, что это будет несколько разножанровых каких-то сюрпризов и, естественно, премьера спектакля для взрослых, название которого мы тоже, как правило, никогда не говорим. Получается, что это такой кот в мешке. Как правило, зрителям он нравится. Традиционно в ночь театра творцы Мельпомены отмечают профессиональный праздник. В этом году празднование будет проходить в течение 2 дней, чтобы в волшебство театральной ночи смогли погрузиться все желающие. Соскучились по ТЮЗу и зрители. Разрешенное количество билетов расходится моментально. Мы приступили к работе уже в конце января. Первое время зритель ходил с опаской. Сейчас надо сказать, что наполняемость залов 50%. Мы практически продавали билеты до конца. В активном возвращении к работе артисты Алданского театра юного зрителя не забывают о том, что опасность вируса отступила не окончательно. Все мероприятия организуются с учетом строгого соблюдения мер безопасности. Не возобновлена пока и гастрольная деятельность. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Более 3000 человек со всей Якутии посмотрели прямую трансляцию конкурса «Той Хая» на YouTube-канале. А в зрительном зале ДК «Алмаз» «Аншлаг» впервые за год более 200 мирнинцев посмотрели галоконцерт конкурса вживую. С молодыми исполнителями пообщались наши коллеги. Сестры Саяны и Кюней Егоровы о чем-то шепчутся перед выходом на сцену. Близняшки из Нюрбинского Улуса поют с 3 лет. «Той Хая» для них первый конкурс республиканского уровня. Выступают девочки всегда вместе. Зажигать публику умеют. Перед выходом на сцену всегда тщательно готовимся. Немножко волновались, но мы всегда стараемся выступить отлично. «Той Хая» – конкурс якутской эстрадной песни. Но это не мешает участвовать исполнителям, которые по-якутски не знают ни одного слова. Вот, например, Анастасия Щербакова. Начинающая исполнительница родом из Новосибирска. В Якутию приехала за любимым человеком. Незнание якутского языка не помешало пройти в финал. Я никогда не разговаривала, вообще не знаю, как это все произносится, как поется. И было очень интересно выучить песню на якутском языке. «Той Хая» проводит акционерная компания «Алроса». За почти 30 лет конкурс стал, можно сказать, кузницей звезд якутской эстрады. Карьера Иннокентия Васильева, Ангелины Файрушиной, Ольги Спиридоновой-Ники, Василия Еремеева и многих других начиналась здесь. Изначально конкурс назывался Чона, по названию реки, на берегу которой находилось село Той Хая. Затем переименовали в честь поселения, которое было затоплено в 1967 году при строительстве ГЭС. Конкурс якутской эстрадной песни «Той Хая» в этом году проходит в 29-й раз. Первые 2 этапа участники прошли в онлайн-формате, отправили видеозаписи своих выступлений. Всего свои заявки для участия отправили 154 молодых певца со всей Якутии. В финал прошли 35 молодых исполнителей, из них 9 детей. Они в этом году на «Той Хая» участвуют впервые. Всего заявки поступили из 30 улусов. Мы в этом году, побили свой собственный рекорд. Я связываю это прежде всего с тем, что у нас первые 2 этапа прошли дистанционно.
Инна Донская из Мегано-Кангаласского улуса следит за конкурсом с детства. В начале 2000-х гран-при Той-Хая выиграла ее двоюродная сестра. Тогда маленькая Инна поставила себе цель, когда подрастет, тоже приедет в Алмазный край. До гала-концерта талантливая исполнительница призналась, приехала отнюдь не за победой. Ну, я так сильно не самоуверена, да. Все участники очень талантливые, очень голосистые. Ну, нет, такой уверенности у меня нет. Но хотелось бы, да, получить какую-то, номинацию, либо, какое-то место. Я бы хотела записать свои песни и дальше продвигать себя. Записать новые песни и не получится, ведь именно она стала обладательницей гран-при, получила 200 тысяч рублей. Среди детей лауреатом первой степени стала Екатерина Анимпадистова из Чурапчинского улуса. Среди взрослых – Владимир Жирков из Кангаласского района. В следующем году молодые исполнители вновь соберутся на юбилейном 30-м конкурсе якутской эстрадной песни «Той-Хая». Анна Винокурова, Артур Голиков, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.